Дело в том, что погребальный обряд у любого народа очень консервативен. Что значит консервативен? Он плохо изменяется. Изменяется, конечно. Иначе бы то же самое делали, как в древности. Все это изменяется в течение времени под влиянием многих факторов. Географических, социальных, еще каких-то влияний других конфессий, какие-то вот делают и так далее. Вот. Так что хоронили и погребальные обряды совершали сейчас по-другому, а в древности они были другие. И все это изменялись. Но что при этом говорили и какие действия совершали, это трудно восстановить. Зато можно восстановить, как это делались захоронение, как происходило, так, что предпринималось, в какой очередности положений и так далее. С древнейших времен, вот в Осетии, со скифского времени, с аланской и так далее, у нас практикуется так называемое трупоположение. Это значит ни расчленение, ни сжигание, ни ничего такого. Правда, лет 40 назад в Дигоре, по-моему, в горах, там нашли где захоронены, там были кости сожженные и так далее. Может быть, в каком-то месте было и вот такое тоже. Ну, в основном трупоположение. И для археологов это сожжение, там уже все, ничего не ясно, и только можно констатировать, что было сожжение и прочее. А вот положение археологам это дает возможность восстановить, как хоронили, и положение тома покойника и так далее, и так далее. Много чего восстановить. Сохраняются они, кости очень плохо сохраняются, особенно если влажное место, то вот во время раскопок в Даргавсе, я веду раскопки в Даргавсе, там аланский могильник, к склепам никакого отношения не имеет совсем. Склепы более поздние, а это из VI века, VII века, в основном 8-9 век, там, это самое, который раскопан. Там вот погребение, значит, я вот то, что я знаю, у нас в Осетии вот погребальные обряды разнообразны в разных местах. Что это такое? Разные народы живут? Нет, они, оказывается, по времени различаются. Самые древние у нас какие-то, это погребение в каменной обкладкой. В яме, яма, погребальная яма, значит, как могила, обкладывается камнями, чтобы более-менее сохранить этот самый костяк цельности. И вот самые, эти самые, которые нас интересуют, это кубанский период. Кубанская культура, это культура, как хоронили, как и вещи делали и так далее, названа по имени селения Коба, где впервые были найдены они. Если бы нашли бы, допустим, Гизель, то бы гизельская культура была. И так далее, и так далее. Первый, где находят, так они ее называют. Кубанская культура была распространена широко на Центральном Кавказе, также равнины захватывала большие. Ну, самые большие раскопки, те первые находки произошли, значит, в Кубани. И вот после этого стали уже обращать внимание на всякие другие погребения, и пошло-поехало. Оказывается, считалось, что Кавказ это был в стороне от мировой цивилизации и все. Но когда эти нашли вещи, предметы, изготовленные из бронзы, и посмотрели, кто уже в 1821 году в Тифлисе состоялся 5-й археологический съезд русских археологов. Вот там граф Уваров, председатель Московского археологического общества, он делал доклад и сказал, что Кавказ бы считался, но оказалось, что не только в стороне от той мировой цивилизации, но это был один из центров высочайшей культуры.
Центральный Кавказ. Ну, это на основе кубанских памятников, вещей из кубанских могил. Как же они там хоронили? Я буду сейчас. Значит, покойник, главное, чтобы не большить большую яму, что нужно сделать с покойником? Расчленение. Расчленения не было. Укладывали его, так поверить, что как родился он, как находился в утробе матери, вот так его и положили. Значит, примерно вот так. Ну, видно, да? Вот так. Возле эмбриона. Да. Вот. Вот. И вот так обкладывали камнями. Вот так. Вот так. Ага. Вот так кубанцы вот так захоронены. Вот так захоронены. Очень будет интересно. Другие захоронения, другого скифского времени, курганов здесь у нас нет скифских, но этого времени тоже есть там. Постепенно переходят уже в другие, не каменной обкладкой, а обкладкой, но не маленькие, есть у меня бумага есть. Уже в длину тоже вот так. И теперь, чтобы экономить, теперь сил и так далее, по несколько человек туда подряд и так далее. В сарматское время сарматы хоронили немножко по-другому. Тоже, чтобы не особенно большие ямы рыть, вырыть яму, продолговатую, а он большой, больше, чем это. Это наискосок он, вот здесь, вот так он. Так называемые диагональные захоронения сармата. Диагональные. Потом наступает время аланских этих самых катакомб. Вот это уже немножко другое уже. Существовали такие вот погребения. Это уже в сармато-аланское время переходное. Роется яма, теперь вот так. Вырыли яму. Сбоку, смотрите. И потом еще в сторону, вот так, вырыли туда помещение, уложили покойника там, так лежит он. А вот это помещение перекрыли или деревянными, или каменными плитами, вот так. Это называется подбой. Вот такие захоронения, оказывается, в Осетии сейчас тоже практикуют. Называются байбан. Слышали? Да? Слышали, байбан. Но очень редко, это же мало уже. Вот аланы немножко по-другому делали. Они это пустое место остается. Аланы стали делать по-другому. Вырыли яму, вот так, вырыли яму, продолговатую. Обычно ровных таких мест не бывает. Ну, равнее, может быть, мы найдут место, а уже в предгорьях и так далее обязательно склон будет. Чуть-чуть. Так вот, яму роют в сторону вверх склону. И покойник должен быть лицом направлен в сторону света. То есть, какой, значит, северо-восток, восток, юго-восток, юго-запад, вот такой вот эта часть. Только хурваш, чтобы это было направлено. И вот это вырыли яму продолговатую и роют. Особенно вот в этой части, в верхней части, где вот склон туда, там глубже роют. И вот сбоку, если посмотреть на нее, вот, значит, это вот эта яма. И вот в этом месте, вот здесь углубляется вот в этой части. И доходят до глины или суглинка. В другой почве они не хоронили. Почему не хоронили? А сейчас поймете. Кстати, когда начинают разрабатывать
глину для промышленности. Очень часто там находят аланские погребения. Это там, потому что глина не везде, так, есть ее много. И вот там бывает захоронение. И вот там углубляется, и в глине уже оставляют маленькое отверстие. Вот сейчас я еще вам покажу, на что это вырыли. Вот так. Ага. И вот здесь подарили, вот здесь отверстие. И туда внутрь уходят. Копают вот здесь, уходят. Здесь тоже копают. Причем копают, мы их потом находили, вот маленькие мотышки такие. Вот такие коротенькие. Вот такой ручкой. И вот этим копают. Влево-вправо от отверстия. Потом дальше заходят, дальше. И вырывается такое помещение. Вот так, если сбоку смотреть, будет вот такое. Смотрите, вот такое оно будет. А если сверху посмотреть, как я сделал вначале, как это было там, где-то я нарисовал. Здесь, если сверху посмотреть, оно будет вот такое. Как овальное в плане, и сверху тоже сводчатое. Если не будет сводчатое, а сядет, там копает, останется, как цветок в книжке захлопнутый так. Да. А вот это, вот такое сводчатое перекрытие дает возможность, как арочное такое, и держится. А почему в глине? А глина плотная, и она не оседает. А в другая почва может осесть. Поэтому в глине хоронили. Ну, глина не везде, но суглинок перемешки. Вот в Даргавце я копаю, там они как раз в суглинке. А если глины наверху нету, копают до тех пор, пока не дойдут до глины. Ну, раз-два проверили, уже знают примерно, где это находится, и там есть. Иногда вот в одном месте до 8 метров мы копали в Даргавце. А в этом на равнине, в одном месте где-то в Змеевске или где-то там 11 метров. Кузнецов копал, 11 метров, пока не дошли до глины. И вот это помещение, вот так, высотой, ну, вот так можно стать там. Ну, где-то 1,20 метров так. И в длину бывает до 2 метров, 1,80 м, вот так. Вот. Теперь я вам внутри покажу, как это самое, как они там лежат. Там ступенька есть. Вот видели, я вам нарисовал, вот здесь эта маленькая ступенька вниз. И вот в этом, вот здесь у меня ступенька. И уложили покойника. Вот уложили. Так, если мужчина вытянута на спине, левая рука согнута чуть-чуть, так находится, или так. Паху, правая рука, левая рука. Женщин хоронили немножко по-другому. Вот как я показал, в скорченном положении, скорченном, вот так. Женщин хоронили так. Я потом скажу, что из этого потом вышло. Причем, и вот еще похоронили там, еще похоронили. И все заполнилось. И некогда рыть или что такое. Ничего страшного. Взяли и сдвинули их вот сюда всех. И новое место освободили и так далее. Поэтому очень часто в погребениях кости перемешаны. И последний погребенный более-менее лежит в анатомическом порядке. Остальные вот и вещи перед трудно, кто что был, как, какие-то вещи, это и так далее, трудно определить. Но это не часто большое множество было захоронено. Вот. Да. Почему же так? Дело в том, что вот когда похоронили этого одного, положили его, то вот это отверстие примерно 50 на 50 или 47, 45, вот так закрывает так называемой шиферной плитой или скальной плитой. Кяйдур, по-сирийски, кяй, скальный обломок, вот такой толщины примерно, 2 пальца, так далее, 2, не больше.
неровный край, и приложили, и закрыли его. А вот яму, где это у нас, вот эту яму, засыпали землей, вот так. И, видимо, здесь наверху какой-то был знак, камень или что-то такое, чтобы знать, что здесь погребение. И вот понадобилось опять кто-то умирать, где-то семьи и так далее. И это быстро разрывается уже, это легко копать уже. Сейчас, когда земля уже потревоженная. Камень отодвинули, занесли покойник, опять закрыли и так далее. И вот эти камни, один камень, два, и так, чтобы это было видно. Обычно не скальный какой-то камень, а речной, чтобы он отличался не просто откуда упал, а принесенный. Вот такой, такой величины бывает. Стараются продолговатые камни, чтобы они стояли. Но они сейчас не видны. Дело в том, что они ушли в землю. Там же наносится пахоть. Это когда это сколько века прошли. И они оказываются где-то на глубине 70 сантиметров, метр, вот эти камни. И когда мы раскапываем, камни появились, все, здесь. Причем над входом они должны быть здесь. И вот над входом эти камни. И тогда мы там углубляемся и находим это.